звал чувашский народ Ивана Яковлева, своего просветителя, человека, стоявшего у колыбели чувашской национальной культуры. Это о нем сказал Ленин. Богатырский был дух у этого человека. 50 лет тянул к свету свой народ. И в каких условиях? Архивы сохранили нам несколько бесценных кинокадров. Иван Яковлевич в кругу семьи, бывших учеников, вспоминает детство, деревню Кошки Симбирской губернии, где он родился в 1848 году. Меня взяла к себе после смерти матери семья удельных крестьян Пахомовых, когда мне от роду было дня 2-3. Фамилия и отчество были даны мне при крещении по моему крестному, крепостному крестьянину Якову Яковлеву. Жители деревни Кошки считались и были православными, а на самом деле оставались язычниками. Около нашей деревни росли старые дуплистые вязы. Меня водили молиться, поклоняться к вязам. Около них приносились жертвы злым и добрым духом, якобы жившим в дуплах деревьев. Живя у Пахомовых, я любил слепого дедушку Пахома. Водил его в качестве поводыря за конец палки, когда он отправлялся далеко к своим родственникам. В детстве до школы на меня сильное впечатление производила природа. Я особенно любил лес. Мне дороги были река Свияга, где я ловил раков и рыбу. Кустарник за рекой, где я гулял. Так как я служил поводырем дедушки и был уже хорошим работником, барановал, косил, жал, то принимались разные меры, чтобы не отсылать меня в школу. Но в конце концов меня вынуждены были туда отправить. Учиться было трудно. Все преподавалось по-русски. А в числе учеников находилось более половины чуваш, ни слова по-русски не понимавших, как и я. Из школы я был взят как первый ученик в землемерном училище. После училища Яковлев работает мерщиком, переезжает из средних селения. С болью в душе видит он нищету, отсталость, суеверие, поголовную неграмотность народа. Как вывести его из темноты, задумывается Яковлев. Он понимает, сначала надо самому получить образование. Над ним смеются в чувашской гимназии, в университете. В Алапере, где он оказался по работе, учителя уездного училища бесплатно готовят его в Симбирскую гимназию, а ему уже 19 лет, и поступить можно только в 5 класс. Но Яковлев настойчив, тверд в своем решении. И вот Симбирск. Экзамен выдержан. Яковлев — единственный
единственный в то время в России чуваш-гимназист. Еще учась в гимназии, он решается на смелый шаг создать чувашскую школу. Собирает ребят, подыскивает для них общежитие. Чтобы содержать их, зарабатывает уроками у купцов и чиновников. Сам занимается с ребятами. Неожиданно приходит помощь. В 1869 году в Симбирск приезжает назначенный инспектором народных училищ Симбирской губернии Илья Николаевич Ульянов. Несмотря на большую разницу в возрасте, они становятся друзьями. А в следующем году весной Яковлев поздравляет своего друга с рождением второго сына. Он вспоминал: навстречу ему выбежал маленький Саша. «Дядя Ваня, у нас есть Володя». Мог ли Яковлев тогда знать, что день рождения второго сына его друга станет позже праздником освобожденного человечества? И в том же году Яковлева Ивана, который при отличном поведении оказал весьма удовлетворительные успехи из всех предметов гимназического курса, удостоит награждения золотой медалью, единственного из всего класса. Теперь университет. Но как быть со школой? Может, не ехать в Казань? Ехать обязательно, настаивает Илья Николаевич, а заботы о школе берет на себя. Что ждет его в Казани? План Яковлева обширный. Самое насущное — создать чувашскую письменность. Ведь она так необходима. Как сейчас трудно чувашским детям учиться? Да и можно ли поднять культуру народа, не опираясь на родной язык? В университете Яковлев находит единомышленников. При содействии профессора Юрминского он работает над созданием чувашского алфавита. В основу чувашской азбуки берется русский алфавит. Кропотливо изучаются диалекты, особенности чувашского языка. Отбираются звуки общие с русским. Выделяются специфические чувашские звуки, для них находят обозначение. И вот первый чувашский букварь. Потом еще несколько вариантов. Окончательный вариант Яковлев посылает Илье Николаевичу. И тут же ответное письмо. «Милостивый государь Иван Яковлевич, письмо ваше от 31 марта я получил вчера, и экземпляр вашей книжки. Очень рад за вас, что она окончилась печатанием. Постараюсь употребить с своей стороны возможное содействие распространению ее в чувашских школах». К этому времени Илья Николаевич добился официального признания Симбирской школы, назначения туда учителя, стипендий для учеников, средств на содержание общежития. Создал несколько чувашских школ и в селах. А Яковлев по окончании университета возвращается в Симбирск в должности инспектора чувашских школ с правом заведования и Симбирской школой. Покупку зданий для школы. Теперь можно развернуться. Симбирская чувашская школа становится центральной, педагогической. Среди ребят не только чуваши, но и русские, татары,
одним. Слова Яковлева «русские, чуваши, татары» — все одно, люди глубоко западают в сознание учеников. И еще одна осуществленная мечта — женское отделение. Руководит женским классом Екатерина Алексеевна, жена и верный помощник Ивана Яковлевича. Яковлевы часто встречаются с Ульяновым, дружат с Леней. Для детей Ульяновых приход дяди Вани и тети Кати всегда радость. А как хорошо послушать вместе прекрасную игру на рояле Марии Александровны. Произошло в 1886 году. Смерть Ильи Николаевича потрясла Яковлева. Потерян близкий друг, человек, для которого народное просвещение было столь же дорого, как и для него самого. А через год новая беда. По обвинению в покушении на жизнь царя арестован Александр Ульянов. Почти все знакомые Ульяновых отвернулись от них. Яковлев остается верным дружбе. Он пытается спасти Сашу. Упрашивает Ильминского похлопотать у министра просвещения Гелянова. Царский министр ответил: дело такого рода не допускает вмешательства, да и поздно. Приговор особого присутствия правительствующего Сената о смертной казни через повешение над осужденными генералом Андреюшкиным, Осипановым, Шевелевым и Ульяновым приведен в исполнение 8 мая 1887 года. Сам Яковлев непрерывно подвергается преследованию. Он, Яковлев, хочет чувашить, а чуваш нужно русить, требует епископ Паладий. Ныне у нас Бог знает, что делать на Руси. Грузины, осетины, татары — все лезут учиться, и каждый по-своему. Нужно по-русски. Другой епископ Никандр пишет на Яковлева тайный донос в Святейший Синод. Яковлев — пестун инородческой обособленности, просвещенный охранитель родных племен. А попечитель Казанского учебного округа Спешков в 1903 году извещает Яковлева: вашей должности больше нет, она уничтожена. Завись от меня, я бы выгнал вас в 24 часа, бросил Яковлеву попечитель того же округа Кульчицкий. Ценой колоссальных усилий, бесконечной борьбы, Яковлеву удается спасти школу. Все дело чувашского просвещения. Из стен школы выходят сотни яковлевских питомцев. Будь всем, кого чувашам не хватает, напутствует он молодых учителей. Сам Яковлев в непрерывной работе изучает различные науки и ремесла, овладевает в совершенстве татарским, древнегреческим, латинским, древнеславянским, немецким, французским языками. Глубоко исследует труды классиков педагогики.
соединяет школьное образование с трудом в мастерских, в сельском хозяйстве. Он стремится воспитать из своих учеников гармонично развитых, всесторонне образованных людей. Вводит широкое музыкальное образование. Хоры и оркестры школы лучшие в Симбирске. Силами школы ставится опера «Иван Сусанин». В классах часто звучат стихи русских поэтов. Любовь к русской культуре Яковлев воспитывает в учениках с первых же уроков. Сам пишет для детей сказки, короткий рассказ. Переводит на чувашский язык с других языков и своих учеников привлекает к этой работе. Из их среды вырастают талантливые писатели, композиторы, артисты, ученые, общественные деятели. Симбирская школа притягивает к себе все лучшее, что есть в чувашском народе. А в чувашских деревнях Поволжья уже многие сотни школ, созданных Яковлевым. И во всех его ученики грамотный чуваш уже не редкость. Великая Октябрьская социалистическая революция. Перед Яковлевым открывается широчайшее поле деятельности. Но у него оказались враги. Они пытаются отстранить его от работы. Об этом узнает Ленин, Симбирск, председателю Совдепа. Сообщите по телеграфу обстоятельства, условия избрания председателей Чувашской женской и мужской учительских семинарий. Меня интересует судьба инспектора Ивана Яковлевича Яковлева, 50 лет работавшего над национальным подъемом чуваш и претерпевшего ряд гонений от царизма. Думаю, что Яковлева надо не отрывать от дела его жизни. Телеграмма приходит в дни 70-летия Яковлева. Лучшее поздравление. А через 2 года его приветствует съезд, провозгласивший чувашскую автономию. Приветствие начинается словом «а за те», что означает «патриарх». Сегодня имя Яковлева произносит каждый чуваш как имя первого учителя. В прошлом столетии французский ученый Элизе Реклю назвал чувашский народ умирающий. «Мы не собираемся умирать», — отвечал Яковлев. «Мы будем учиться, овладеем науками и сравняемся с французами, соотечественниками Реклю». Какой глубокой, неистощимой верой в свой народ нужно обладать, чтобы так ясно провидеть будущее.